Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Кто нам сегодня читает? Абдулла. Абдулла. Я. Тогда сделаем предисловие, иншаллах, до нашего урока. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қавли. Аллахумма аллимна ма янфа'уна ванфa'на бима 'алламтана ва зидна илма. Субханака ла илма лана илля ма 'алламтана иннака антал алимул хаким. Сегодня, иншаллах, у нас урок в Исламском университете Украины онлайн-режиме. Онлайн-режим мы делаем, потому что обстоятельства требуют от нас. Баракаллаху фикум. Сегодня у нас получается 19-й грех мы проходим. Употребление спиртных напитков. Употребление спиртных напитков в исламе перед Господом Богом, то есть перед Аллахом Субхану ва Тааля. Какой его хукм? Конечно, из больших грехов. Одни ученые сказали, он является из смертных грехов. Как Абдулла бин Амр, как Абдулла бин Умар. Баракаллаху фикум. Итак, читает нам сегодня Абдулла. 19-й грех. Бисмилля. 19-й грех. Употребление спиртных напитков. О вы, которые уверовали, поистине вино, майсир, азартные игры, идолы и каменные жертвенники, гадальные стрелы, мерзость и издеяния сатаны. Сторонитесь же этого, быть может, вы преуспеете. Поистине вином и майсиром, азартными играми, сатана хочет лишь посеять среди вас вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы. Неужели вы не прекратите? Коран 5:90-91. Это смысловой перевод, баракаллаху фикум, из суры Маида приводится. Аллах сказал верующим людям, которые уверовали в Аллаха, поистине вино, то есть опьяняющее. Некоторые думают, только вино это запретное. Допустим, шампанское, пиво. Они думают, что это не запретное. Это все является запретным. Что было меньшим количеством опьяняющее, если есть какое-то средство, меньшим количеством опьяняет, тогда и большее тоже является, как больше, если опьяняет, и меньшее тоже является запретным. То есть вино, алкоголь, будь это называется, допустим, таблетки какие-то, или наркотики, или то, что курят, допустим, люди, или то, что нюхают люди опьяняющие, это является все запретным. Майсир – это азартные игры, как мы сказали. Идолы, азартные игры и также опьянение является что? Это помощь для шайтана. То есть ты помогаешь шайтану сбить себя и также окружение испортить, общество испортить. И каменные жертвенники, то есть гадальные стрелы, каменные жертвенники – это идолы. И гадальные стрелы, то есть гадание это является тоже запрещенным. Некоторые гадают не стрелами, а картами, допустим, это тоже является запрещенным. Мерзость из деяний сатаны. То есть сатана старается нас сбить с прямого пути, чтобы мы сделали большой грех. Азарты, что они делают, азартные игры? Сеют вражду между людьми. Бывает человек, если проигрывает, бывает даже убивает. Бывает человек, если опьяняется, бывает даже убивает. Будь это своих любимых, близких людей, человек опьяняющий убивает своих близких людей. Потому что он в пьяном состоянии не может различить, кто близкий, кто не близкий. Итак, в пьяном состоянии он может что угодно сделать. И может на машине сбьет он какую-то семью переходящих, детей может сбить, или животных может сбить он. Пьяница или пьющий человек. Поистине, некоторые думают, что пить за рулем только запрещено. Нет, за рулем и не за рулем запрещено. Потому что он за рулем может сбить человека, переходящего дорогу. А когда он не за рулем, он может быть таким образом, как дьявол, будет нападать на любого. Будь это своя семья или дети. И также он будет заниматься попустительством, халатностью будет обращаться к своей семье. Поистине вином и майсиром, азартными играми, имеется в виду майсир, сатана хочет посеять среди вас вражду. Вражду посеять.
и сколько было преступлений. Просто посмотрите статистику. Если у вас есть статистика, какие преступления после этих наркотиков, опьяняющих средств, сколько убийств, сколько преступлений на земле творится. Сколько преступлений творится. Поэтому Аллах, Господь Бог, запретил использовать людям его. Итак, и ненависть вселяет Он, и отвратит вас от поминания Аллаха. Также из главных запретов также является опьяняющих, что людей отдаляет от поминания Аллаха, от молитвы также. Неужели вы не прекратите, не оставите распространение спиртного, опьяняющего, наркотиков? Разве вы не оставите разрушение общества, губительное средство? Как ученые сказали, что это является, сахаба, ученые сказали, это является из 7 смертных грехов, которые разрушают общество через это. То есть мы знаем, что этот грех, тот, кто продает, он хуже делает греха, чем пьет. Да, тот, кто продает, он является больше преступником, тот, кто зарабатывает на этом, он больше преступник перед Господом Богом, также перед верующими, чем пьющий. Да, пьющий тоже, однако все они проклятые Господом Богом. Также, если собирается пророк Мухаммад, саллаллаху, сообщает нам, что Аллах, субхану ва тааля, проклинает тех людей, кто собирается вокруг такого стола. Итак, перейдем мы на более арабскую книгу, то есть более основную нашу книгу. Есть больше написаны труды про баракалуфикум, про выпивание спиртных напитков или наркотиков, или то, что нюхают, или кушают, будь это пьют это. قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. В суре Бакаре, 219 аяте, Аллах сказал: они тебя спрашивают о спиртном, то есть о вине. Хамр сказано, потому что вином сказано, потому что она закрывает разум человека. Он не может мыслить, он становится неразумным. Уаль-Майсири спрашивают тебя о вине и также о азарте. Куль фихима итмун кабирун. Скажи им, что в этих делах есть большой грех. То есть итмун кабирун, большой грех является, как мы сказали, одни из подвижники сказали, это является из смертных грехов. Итак, в другом аяте мы этот аят привели, 90 аят из суры Маида, 91. Я айюхаллазина аману иннамал хамру валь майсу валь ансабу валь азламу риджсу мин амали шайтан фаджтанибу. Только что мы с книги вам это привели. Итак, табата ан ибн Аббас, приводится от ибн Аббаса, лама назала تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك. Ибн Аббас нам приводит и говорит он: когда был ниспослан запрет о хамре, о опьяняющем, я не буду называть теперь его вином, потому что все средства, которые приводят человека к лишению его разума, это запрещается. Маша сахабы сподвижники начали говорить друг другу, посещая друг друга. Запрещено спиртное, то есть запрещено спиртное, опьяняющее запрещено. Хуримат иль-хамру, ваджуилят адн ли-ширки, сделала спиртное наравне с многобожьем. Поэтому ученые сказали, это подобие чего? Многобожье, то есть из смертных грехов. Дальше. Приводится это Хакима Мустадраки книги. Сахих сказал имам Захаби. Также Хайтами приводит его Маджма Заваиди. Также Табарани приводит и говорит он, его передатчики достоверные. Также Мунзири сказал Таргиби об этом хадисе. Равау Табарани урджалу Сахих сказано. Дальше Заба Абдулла бин Умар сказал. Также Абдулла бин Амр бин Ас сказал. Анна аль-хамра акбару аль-кабаир. Из великих больших грехов, из смертных грехов. Тот, кто пьет алкоголь, тот, кто пьет вино, анашу, наркотики, они делают из смертных грехов деяний. Вахия биля райбин уммуль хабайти. Без сомнения, этот грех является матерью всех грехов. Если человек, почему матерью называется? Потому что мать, от нее происходит поколение, как отца и матери. Почему названа Уммуль Кура, Мекка? Мекка названа Уммуль Кура, потому что она является матерью поселений, матерью городов. Это, можно сказать, из главных городов и центр городов.
И первый дом, который Аллах приказал построить Адаму на земле из мечети, является Кааба. Итак, поэтому мы сказали, Уммуль Хабаith матерью грехов является. Почему? Потому что после опьянения, после чего, как человек теряет свой разум, он начинает делать остальные грехи. Многобожие, убийство, поедание невинных людей, их имущество сирот и другие дела человек может сделать. Прелюбодеяние и другие дела он сделает после того, как будет пить или опьяняться, или сидеть в этой компании. Если он сидит в этой компании, скоро он будет пить вместе с ними. Если он с такими компаниями дружит, сидит с ними, если с ними он ходит. Итак, баракаллаху фикум, только в целях призыва разрешается с такими, не сидеть, а призывать. А более опасно что такое? Более опасно, чем спиртное, является нововведение. Нововведение искажения ислама, религии нашей. Это более опасно. То есть фанатизм запрещается, баракаллаху фикум. В исламе фанатизм запрещается. То есть как будто пьяный человек он становится. И, конечно, это не тема сегодняшняя, однако тема наша сегодняшняя – пить спиртное. Запрещается пить спиртное и опьяняющее, любое употреблять. Аллах и его пророкам проклятые люди, тот, кто пьет. Многих хадисах, не просто одном хадисе, в разных хадисах прокляты люди эти. Вакала саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха сказал: «Ман шарибаль хамр фаджлиду». Тот, кто пьет алкоголь, если есть исламское или шариатское государство, и там правят по исламу и законам ислама, и там есть уголовные вопросы, практикуются, на это есть у них уже сила, скажем, чтобы практиковать эти законы. Ман шарибаль хамра. Тот, кто пьет, сказал посланник саллаллаху алейхи вассалям, алкоголь, фаджлидуху, бейте его плетьями. Фаин ада фаджлидуху, если еще раз будет пить, второй раз тоже бейте. Ваин шариба фаджлиду, если третий раз опять его бейте. Фаин шариба рабиа, если четвертый раз он будет пить, то фактулюху, то его убивает. То есть он начинает быть кем? Алкоголиком. Он начинает мешать обществу. Он просто заходит к себе домой. И будет он разрушать весь свой дом, всю свою семью. Сколько страдает сегодня семей из-за алкоголя. Да, сегодня продавцы наслаждаются этой алкоголем. Они продают, зарабатывают. Однако они не замечают, что они тоже проклятые. Как тот, кто пьет, проклятый, и тот, кто продает, проклятый. Они являются больше опасны для общества люди, чем сами пьющие. И пьющим также говорится в хадисе, сахих этот хадис приводится, Абу Дауд его привел, имам Тирмизи, Ибн Маджа, также сказал Албани сахих. Ахмад привел в Муснаде этот хадис. Албани сказал сахих аль-джами достоверности. Также сильса сахиха сказал Албани достоверность этого хадиса. Ахмад Шакир сказал тем ученым, которые сказали этот хадис мансух, аннулирован. Да, некоторые ученые сказали, что он аннулирован, этот хадис. И ссылаясь на это мнение ученых, они говорят, нет, не убивают. Ахмад Шакир, хадисовед Египта, он говорит, у него есть отдельный рисаля насчет этого, он говорит, нет, его убивают 4-й раз. То есть должны быть свидетели, конечно, должны быть свидетели. Амр бин Харис приводится также, хадис другой, также от Амр бин Шуайба, также от его отца, от Абдулла бин Амара, от посланника саллаллаху алейхи он сказал: «Ман тарака салат сукран», тот, кто оставил намаз, будучи пьяным, то есть он выпил, если он выпил, он оставил намаз, марратан вахида, один раз, если он оставил намаз, факаннама канат лаху дунья, как будто этого человека весь мир, его собственность было. Он что сделал? Вама алейха, то, что в этом мире у него было до того, как выпить алкоголь или спиртное или наркотики, фасули бага, что он сделал? Он сам отнял у себя этот мир и то, что в этом мире, выпив алкоголь. То есть человек, тот, кто начинает пить, тот, кто начинает быть алкоголиком, ранним алкоголиком, скажем, с первым стадии, он лишает себя этого мира. «Ваман тарака салата арба амаррат». Посланник Аллаха сказал в этом хадисе, тот, кто оставил намаз 4 раза, сукран, из-за опьянения, «Кана хаккан аллахи искияху мин тинатил хабаль».
у Аллаха есть право наказать этого человека, чтобы он выпил из адской пламени гной, который выходит из адских людей, чтобы накормить его, то есть напоить его гноем адских людей. Инутул хабаль. Киля я Расуллах, сподвижники спросили посланника, саллаллаху саллям, что такое инутул хабаль? Посланник Аллаха сказал, осарату ахля джаханнам, это является остатки, которые выходят от обитателей ада, гной, и то, что вытекает из прелюбодеек, из гноя, из их непристойных мест, они, адские люди, будут пить, те, кто будут в этом мире пить алкоголь, их будут поить этим гноем, то, что выходит от адских обитателей. Сколько он пил, столько его будут поить. И он будет этим мучиться. Этот хадис приводится, баракаллаху фикум, имам Ахмадом, также Байхаки Сунани, также Хакимом. Имам Заби сказал достоверности этого хадиса. Также от Джабира приводится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи сказал, «Инна аля Аллахи ахдан». У Аллаха есть договор. «Лиман яшабуль мускира». Тот, кто пьет мускир, опьяняющий. «Ан яскияху мин тинатил хабаль». Аллах обещает, тот, кто пьет опьяняющий, напоить его гноем, остатками обитателей ада. То есть то, что истекает от них. Посланника, саллаллаху алейхи спросили, что такое тинатуль хабаль. Аллах показал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, что будут пить обитатели ада. И именно те, кто пили опьяняющие тут в этом мире. Или использовали опьяняющие. Сказали посланнику, саллаллаху алейхи, он сказал, араку ахлиннар, это пот, выходящий из обитателей ада. Также, каля усарату ахлиннар, и усара имеется в виду то, что исходит от обитателей ада. Ахраджу Муслим, этот хадис привел нам имам Муслим. Как имам Муслим привел, также его приводит Насаи от Джабира. Имам Ахмад привел в своем Муснаде этот хадис. Также посланник, саллаллаху алейхи, сказал в другом хадисе, «Ман шарибаль хамра фид дунья, харимаха фил ахира». Тот, кто будет пить опьяняющие, потреблять, допустим, таблетки и что-то другое, опьяняющее, Аллах лишит его в раю. Что Аллах лишит его? Напитка. В ахирате Аллах его лишит. Напитка называется хамр, то есть не опьяняющее, а дающее радость больше. Муттафакун алейхи. Это не опьяняющее, а дающее радость. Этот хадис передал имам Бухари и Муслим единогласно. Этот хадис также Насаи передал, имам Малик Муаттай передал. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал, мудбинул хамри, тот, кто пьет алкоголь или опьяняющие средства, тот, кто применяет, инмата лаки Аллаху каабида ватанин. Если он умрет на этом, будучи пьющим, то он обязательно встретится Аллахом как идолопоклонник, сказал посланник, саллаллаху алейхи. То есть человек, тот, кто пьет алкоголь, и то, что лишает человека разума, он лишается чего? Получается, лишается он единобожия. Он подобие идолопоклоннику становится. Может быть, пьющий человек начнет ругать Господа, Аллаха субхану ва тааля, его религию, его посланника. Начнет враждовать с верующими людьми. Может быть, начнет он заступаться за неверующих, когда они враждуют с верующими людьми. И это когда он выпивает, такие дела он творит. Также заблудшие люди, как мы сказали, тот, кто попадает в новшество, нововведение опасные, которые вводят людей, то есть вводят людей в заблуждение. Эти нововведения, которые людей вводят в заблуждение, становятся не фанатиками. И за свое заблуждение они становятся, бывает, врагами ислама, мусульман из-за заблуждения. Заступается за свое заблуждение, оставляя истину. Коран и Сунна оставляют. Конечно, в книгах очень много приводится более подробностей, что запрещается также лечиться алкоголю. Алкоголю, то есть то, что опьяняющий, им лечиться запрещается. Мы знаем, как люди пользуются, местный наркоз делают, скажем, да? Это наркотик, местный наркоз, получается, делают. Кто делает? Врачи. Если ему выписывают для того, чтобы сделать местный наркоз, чтобы вылечить, допустим, зуб. Это называется местный наркоз. Это необходимость человека или нужда. Итак, баракаллаху фикум, из-за необходимости пользуются
Ма муниа, шариатское правило, что гласит нам? Есть у нас основы шариата. Усуль фикх. Фикх есть. У него есть усуль фикх. Основу фикха, основу шариата, скажем, да? И также каваидуль фикх, правила фикха. Есть фурукуль фикх, называется тема, также, чтобы понимать слова фикха. Бывают одинаковые слова. И то, чтобы понять разницу между словом, называется фурукуль фикхия. Итак, в основах правила есть шариатские. Этих шариатских правил что гласит? Маамуни алисадду зарая убиха ли хаджутуль амма уид дарура. То, что было запрещено из-за того, что что-то произойдет, как, допустим, алкоголь, или спиртное, или наркотик, мы сказали. Сейчас мы приводим пример для лечения зубов, когда люди пользуются обезболивающим. И тут, когда некоторые люди могут вылечить свой зуб, скажем, да, через докторов без обезболивающих. А некоторые, им нужно обезболивающее, просто могут они просто потерять сознание, могут просто-напросто перед доктором лишиться жизни. Итак, маамуния, а то, что было запрещено из-за того, что что-то произойдет, из-за этой запретности, убиха ли хаджатуль амма, дозволено для общей пользы. То есть дозволено для общей какой пользы? Я не имею в виду пользы хамрас, подождите. Убиха ли хаджата, если есть нужда общая. Как рисовать, допустим, рисунок, мы сказали. Скульптор делает слона, допустим, да, большого слона. Его можно делать или нет? Нет, харам, большой грех является, без нужды общей. Ну, когда-то открывали мусульмане земли, сахабы, табиины, стороны Ирана, Индии, этих мест, люди пользовались слонами. И слон сам по себе животное не запрещенное, однако его статуэтку сделать запрещено. Кони, когда ходили на газават, то есть газават называется походы на пути Аллаха для того, чтобы открыть эти земли, чтобы до людей дошла единобожие, чтобы люди не умерли многобожниками, чтобы люди не умерли многобожие, попали в ад, мусульмане должны, получается, теперь жертвовать своими душами, своими имуществами, чтобы они были также обитателями рая, чтобы они были мусульманами. Почему? Потому что запрещалось мусульманам там призывать, призывом, словами, делами, скажем, призывом книг и другими делами. Запрещалось мусульманам. И тут мусульмане открывали мечом, потому что им запрещалось там призывать. Строить мечети запрещалось, и также призыв запрещался, приходилось им употреблять меч. И Аллах, субхану ва та'аля, дозволил это из законов Аллаха. И тут, когда они набегали, то есть имеется в виду открытие, хотели сделать этих земель, они оборонялись своими слонами, шли, получается, против мусульман своими слонами. И от слонов кони убегали от страха. И пришлось мусульманам сделать эти слоны, чтобы слонам привыкали кони. Они делали учебки этими слонами, получается, на конях. На конях, баракаллаху фикум, чтобы кони привыкли, чтобы они сами привыкли, как вести бои вместе с этими, баракаллаху фикум. Что было запрещено в основе, дозволяется для общей нужды. Это называется всех общая польза. В спиртном нет такой пользы, однако есть исключение есть или нет? Исключение есть где? Убиха ли хаджатуль амма, тут нету общей нужды, конечно. Но шейхуль ислам дал фатву, как мы знаем, когда монголы-татары напали на мусульман, продать им алкоголь. Когда они пили алкоголь, они не убивали мусульман. Они забавлялись и сидели отдельно себе монголы. И тут была дана фатва, это меньше вреда нам, когда они пьют. Из двух зол называется одно зло выбрать. Когда они пьют, они не убивают. И так дальше. Пользоваться спиртным запрещается. Однако исключение, мы сказали, общая польза или общая нужда, или есть необходимость. Но необходимость также пользуется в меру нужды, не переходит границы. Обезболивающее боли, то есть колят, только называется местный наркоз. Дальше убиха ли хаджатуль амма ауи дарура называется. Пользуется, когда есть дарура, необходимость для отдельного человека. Для отдельного человека нужен местный наркоз. И тут его уколят для того, чтобы
чтобы он не потерял сознание, чтобы он не лишился своей жизни, чтобы вылечить его зуб или другое его место, там, где есть боль или операция идет. Теперь вы понимаете, баракаллаху фикум, шариатское правило нам также объясняет много чего. Коротко я привел вам шариатское правило. Также применяется это шариатское правило в многих местах, но сейчас у нас не тема шариатских правил. Итак, пришел ислам, преследуя определенные цели. Пришли пророки, определенные цели защищая. Также у Иисуса запрещено спиртное, мы знаем, как и убийство запрещено. Также у других пророков запрещено спиртное, то, что опьяняет. Иначе человек будет лишаться своего разума. И смотрите, баракаллаху фикум, в шариате гласится, усуль фикhi, есть макасиду шариа, цели шариата. Шариат, ислам пришел, защищая пять наших главных целей, защищая наше единобожие. Тот, кто пьет алкоголь, он же будет ругать религию, он же будет скоро многобожником таким опьянениями. Допустим, если он пьет или курит, или нюхает, допустим. Лишается он чего? Лишается он единобожия, понемногу лишится он единобожия. То есть он похож, то, что сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, мудмин аль-хамри, это называется мудмин, это как алкоголик, наркоман, постоянно кто пользуется. Инмата лаки Аллаху каабиду ватан. Если умрет он подобие идолопоклонника. То есть лишается он единобожия. Видите, как он лишается? Алкоголик, наркоман. Дальше второй, цель шариата. Шариат пришел, ислам пришел, защищая нашу кровь, нашу душу. Поэтому запрещено. Мы сказали, тот, кто пьет, тот, кто распространяет, он хуже, чем те, которые пьют. Теперь посмотрите, государство, которое дает разрешение, тоже они участвуют в этом деле. Государство должно, наоборот, запрещать, чтобы общая беда не было. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Когда распространится спиртное, люди начнут его дозволять. Когда распространится музыкальные инструменты, музыка. Дальше тогда распространится также прелюбодеяние вместе с этим алкоголем. Также в другом хадисе Умар бин Хаттаба, когда люди начнут искажать религию, заменивать законы Аллаха, что будет? Землетрясение, гибель людей. Часто будет совершаться землетрясение на земле. Вчера в Египте, в Каире было землетрясение. Только люди не погибли, не знаю, столько, то есть небольшие баллы были. Цели шариата, ислам пришел, защищая наше единобожие, нашу кровь. Поэтому запрещено. Дальше ислам пришел, защищая наш разум. Наш разум, алкоголь, что делает? Спиртное, наркотики, что делает? Лишает нас разума. Когда мы лишаемся разума, люди лишаются разума, они убивают. Они начинают петь. Они начинают делать прелюбодеяние. Гуляют. Дальше что угодно делают. Все виды преступлений. Многобожие делают. И так крадут. Законы Господа нарушают. Законы государства нарушают. Законы государства нарушают. Правила дорожного движения нарушают. Законы государства, баракаллаху фикум, которые нам нужны. Есть законы, которым людям нужна стабильность, безопасность. Те законы, которые людям нужны безопасность, стабильность. Итак, его можно подкупить, этого, тот, кто пьет алкоголь, его можно легко подкупить. Он легко продастся. И также фанатично следующий за, скажем, сектой, которые следуют фанатично религии, секты, которые разделились от ислама, отошли далеко от цели ислама, от принципов ислама. Фанатично следуя, их тоже легко бывает подкупать. Они главное, чтобы их секту защитить. Их не цель не защитить единобожие, не защитить стабильность на земле, а единобожие это стабильность на земле. Законы Аллаха стабильность на земле, баланс на земле, безопасность на земле. Дальше ислам преследует, что мы сказали, единобожие, кровь нашу защищает ислам, пришел, цели ислама, цели шариата. Также защищая что? Наш разум, защищая нашу честь. Тот, кто пьет, он сделает прелюбодеяние. И женщины, и мужчины. И женщины, и мужчины. Также нельзя любить безумной любовью. Нельзя любить ни девушку, ни мужчин, ни жену, ни мужа безумной любовью. Потому что когда они теряют свой разум, они становятся как будто алкоголики. Безумная любовь запрещается.
без ума любовь называется, безумная любовь, запрещается в исламе. Любовь должна быть балансирующая любовь. Поэтому некоторые влюбляются до женитьбы и начинают делать преступления. Преступления, прелюбодеяние и тому подобное. Поэтому запрещается безумная любовь в исламе, баракаллаху фикум. Ишк называют арабы. Арабы называют его ишк, безумная любовь. Иногда арабы тоже так же, как пьяные бывают от любви. Как индийская любовь, как арабская любовь, как и другая любовь, европейская любовь. И безумная любовь запрещается. Почему? Потому что безумные люди их можно также подкупить очень легко. И ислам пришел, защищая нашу честь, мы сказали. Честь называется честь. Поэтому запрещено прелюбодеяние, дорогие верующие. Пьющие люди, им все равно, ихняя дочка гуляет, не гуляет, все равно им. Ихний сын гуляет, не гуляет, все равно им. Жена гуляет, не гуляет, все равно им. Пьющим людям, алкоголикам, наркоманам. Итак, почему? Потому что они не в своем разуме. Они безумные становятся. Все, потеряли. Они безумно любят алкоголь. А эти любят безумно денег. Эти любят власть безумно. И ради власти готовы убивать кого угодно. Эти любят свою секту безумно. Ислам требует от нас, чтобы мы были адекватными, когда следуем за Кораном и Сунной. Чтобы мы не были фанатичными. У нас разум не рассчитан понимать некоторые сокровенные вопросы. И тайны запретов, если нам непонятно, то мудрость его у Аллаха, если ты не понимаешь. Или у знающих людей, дорогие верующие. Также ислам пришел, запрещая пятую цель, макасиду шария, запрещая наше имущество. Если человек пьет, он обязательно украдет. Он будет играть азартом. Он также, как говорится, просадит свою зарплату. Семья ждала его до сих пор. Семья его ждала, дети его ждали, пока он принесет зарплату. А тот, кто фанатично играл, скажем, азартные игры. Бывают азартные игры тоже, как наркомания, игромания называется. Запрещено, фанатизм запрещается. То, что ты не можешь контролировать, все запрещено. Кимар. Иншаллах, следующий, да, кимар у нас следующий грех, азартные игры. И баракаллаху фикум, это то, что нарушает наше общество, нарушает цели ислама, макасиду шария. Ислам пришел, защищая нас от этих бед, баракаллаху фикум. Я не буду много углубляться, на этом мы закончимся. Есть, конечно, еще много доводов и рассказов. Тот, кто пил вино, когда его раскопали, как Абдуллах ибн Мас'уд и другие, Фудаль ибн Ияд сказали раскопать и посмотреть. Этот человек, когда его раскопали, он отвернулся от кибли. Его поворачивают в сторону кибли, а он отворачивается, оказывается, от кибли. Он не может выдержать киблю. Другому сказали, скажи ля иляха илляллах, когда он умирал. Он сказал, пьющий человек, алкоголь, наркомания, пьющий, кушает то, что опьяняет. Он говорил, я же в жизни, когда он пришел в себя, не умер, он сказал, я в жизни был из тех, кто отвернулся от ля иляха илляллах. Как я могу его сказать, говорит, поэтому я не смог его сказать. И столько бед бывает после этих грехов, баракаллаху фикум. Поэтому нам нельзя быть опьяненными не своими чувствами, то есть чувство, как мы сказали, любовь, или фанатически следовать за какими-то личностями, или фанатически любить этот мир, или деньги, или власть, и то, что опьяняет. Баракаллаху фикум, все это запрещено. Субханакаллахумма бихамдик, шта ла иляха илля анта, астагфирука. Если есть вопросы, спрашивайте. Есть у вас вопросы?